Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире НВК Саха. Передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Днем ожидается плюс 14, плюс 16. Заречье плюс 8, плюс 9 утром, днем плюс 14, плюс 15. Южные Улусы плюс 5, плюс 6 утром, ну а днем плюс 12, плюс 15. Вилюйские Улусы плюс 4, плюс 7 утром, ну а днем плюс 14, плюс 16. Нижнеленские Улусы плюс 7, плюс 10 утром, днем плюс 15 градусов. Западные Улусы плюс 3, плюс 8 утром и днем плюс 12, плюс 17. Колымо-Индигирские Улусы плюс 5, плюс 8 утром и днем плюс 6, плюс 11. Янские Улусы плюс 3, плюс 6 утром и плюс 4, плюс 8 днем. Северо-западные Улусы утром плюс 7, плюс 10, днем плюс 12, плюс 20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 4 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 17, плюс 19 градусов. Друзья, идем далее. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики. Церемония подписания исторического документа состоялась в селе Оленек Оленекского Улуса. Данная стратегия на период до 2035 года нацелена на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. Подробнее в материале нашего коллеги Юрия Осипова. Часто молодежь не хочет оставаться на селе, тем более на севере. Эта проблема объединяет все небольшие поселки. Но сегодня из этого правила все больше исключений. Алексей после окончания учебы в Якутске сразу вернулся в родной Оленек и с 2017 года работает здесь специалистом социальной защиты. Живут моя семья, я здесь родился, и я горжусь своим народом. И усиленно прилагаю все мои силы, чтобы мой Оленек, наш Оленек, он развивался. И это сказано тем, что здесь, несмотря на то, что есть определенный кадровый голод, но если постараться, если найти хорошие пути, то можно найти хорошую работу, которая очень даже хорошо оплачивается. Традиционная отрасль Оленекского района – оленеводство. Сегодня количество оленей здесь составляет более 4500 и ежегодно неуклонно растет. При этом местные оленеводы стараются следить и за сохранением древних традиций ремесла. Традиционное ведение оленеводства очень хорошо сохранено в нашем районе, несмотря на то, что мы их обеспечиваем техникой. Мы все равно, как и в былые времена, умеем обучать верховых оленей. Мы все традиции, которые нам были переданы от наших старших братьев и отцов, мы все это сохранили. У нас есть кочевая школа, у нас был открыт кочевой детский сад. Поэтому женщины, которые работают в оленеводстве, они с радостью и удовольствием уводят своих детей вместе, кочуют вместе со своими детьми. Здесь также идет быстрыми темпами социально-экономическое развитие. В Оленекском районе активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья. Также ведется строительство новых социальных объектов – электростанции, котельной, детского сада. Известно, что вот Верхнемунское месторождение, алмазы, также там Торское месторождение. Вот это все наше будущее. Мы стараемся обучать нашу молодежь промышленности. И Александр Иванов ставил задачу, чтобы нашей молодежи больше было в промышленных предприятиях, чтобы они обучались промышленным специальностям. Развитие Оленекского района и всей арктической территории Якутии получило новый импульс. В селе Оленек глава региона Айсен Николаев подписал стратегию социально-экономического развития Арктики. Зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. Основными приоритетами стратегии развития Арктики станут социальное, промышленное, транзитное, экологическое и инновационное направление. Документ станет основой для проведения единой государственной политики в Якутской Арктике, площадь которой составляет больше половины всей территории республики. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности.
Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной, газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. В документе арктические районы разделены по бассейновому принципу на Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую и Колымскую группы улусов. Оленёкский район входит в Анабарскую группу и вместе с ней является лидером среди арктических районов по показателям социально-экономического развития. Именно эта группа станет пионером, который позволит прогнозировать возможности и угрозы для других 4 групп. Юрий Осипов, Оленёкский район. Недавно свое 9-летие со дня основания отметил благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харысхал». О становлении и развитии данной организации нам расскажет координатор проекта фонда Айнара Сокольникова. Айнара, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, поздравляем вас с прошедшим праздником. 9 лет, действительно такой серьезный срок. Я уверен, в течение этого времени вы сделали очень многое. Ну и давайте начнем разговор, собственно, о фонде «Харысхал». Что же из себя представляет фонд и как он помогает детям с инвалидностью? Да, нашему фонду в этом году, в августе месяце, исполнилось 9 лет. У нас, у фонда, есть основные 3 задачи. Мы работаем с семьями, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия. И наши 3 основные задачи – это, конечно же, оказать психологическую помощь родителям, да, если когда в семье рождается ребенок, у родителей все равно возникают некие вопросы, некие трудности, и психологическая поддержка нашими психологами, она оказывается для родителей, и в дальнейшем уже по мере взросления ребенка к нам обращаются семьи в дальнейшем и в подростковом периоде и так далее. Также, конечно же, основной момент – это юридическое и правовое сопровождение, потому что у наших семей возникает очень много различных вопросов, да, касаемо правовых различных дел, и наш фонд помогает им тоже в этом плане. И 3-й наш самый большой пункт – это у нас получается социализация семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Мы туда включаем все наши программы. То есть, получается, мы оказываем не только юридическую, психологические услуги. У нас есть очень много узких специалистов, к которым обращаются наши родители с детишками. Все услуги они получают совершенно бесплатно. Конечно же, главная задача – это социализировать детей с инвалидностью и их семей. Мы проводим очень много разных мероприятий, конкурсов, мастер-классов. То есть за 9 лет работы, на самом деле не перечислить, да, вот так вкратце, на самом деле, какая деятельность у фонда. Основные 3 задачи, чтобы наши семьи, они социализировались, решали свои задачи, проблемы вместе с нами. Также и доп. Образование у нас есть, кружки для детей, театральная студия «Маленький принц», которая уже, наверное, многим якутянам известна. И у нас также успешная мультипликационная студия, она была 6-й по России, которая открылась, называется она «Чудеса кино», где дети создают свои уникальные мультфильмы. Действительно, фонд, как я понял, да, помогает во всех сферах, это и в психологическом плане, в социальном, юридическом. Но если говорить о том, что 9 лет фонд работает, и какие главные успехи, главные победы вы бы отметили за эту историю? Я скажу как лично от себя. Мне кажется, наш каждый проект, каждая успешная консультация, каждое успешное мероприятие – это для нас и для наших родителей уже большая победа. Конечно, нас очень сильно поддерживают жители нашего города. Они всегда участвуют активно во всех наших мероприятиях, во всех наших благотворительных акциях, во всех наших мероприятиях. То есть каждое мероприятие, все, что мы делаем, для нас это имеет большое-большое значение. И как
ну вот имеет огромное значение для всей нашей команды, и мы надеемся и для жителей нашего города. Вот, Айнар, вы заговорили о команде, да, вот, если говорить о сотрудниках, о членах данного движения, вот, фонда Харысхал, сколько людей, вот, работают, и кто они, вот, ну, вот, Ну, квалификация, вот, если об этом говорить? Да, ну у нас получается, конечно же, работают все специалисты, да, если это узкие направленные специалисты, то все с соответствующим образованием. Допустим, если смотреть на, допустим, нас, на координаторов, да, там мы по образованию и психологи, и журналисты, и там и юристы. В общем, у нас очень много разных специальностей, но у нас одна задача и одна миссия, поэтому вот нас она всех сплотила, и мы вместе идем вот к этим целям, которые вот хотим сделать для наших семей. Айнар, мы знаем то, что в скором времени, да, вот стартует один из очень важных проектов фонда под названием «Включайся». Да? Мы знаем то, что это республиканский летний слет, да, так это мероприятие называется. Вот, расскажите об этом слете, когда он начнется и что будет, собственно, в программе. Слет у нас начнется уже в эти выходные. Он у нас получается второй. Первый у нас слет прошел зимний до мер ограничительных, да, то есть в декабре месяце мы встречались с нашими ребятами, с молодежью с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Форум у нас первый, получается, прошел достаточно успешно. Мы решили сделать его летом. Также мы приглашаем молодежь от 18 лет с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. В эти выходные мы будем максимально проходить различные тренинги, мастер-классы, коммуникативные курсы и мастер-классы творческие, все для того, чтобы мы немножечко размялись за эти 6 месяцев самоизоляции, тем более то, что форум проходит в онлайн-формате, то есть это большая доступность для всех вообще людей, которые находятся очень далеко от города, уникальная возможность присоединиться, познакомиться и пообщаться. На второй день мы планируем, так как сейчас разрешены там занятия спортом на открытом воздухе, мы очень любим играть в адаптивные виды спорта, то есть виды спорта, в которые могут играть совершенно все. И во второй день по программе мы вот планируем встретиться, соблюдая, конечно же, все меры безопасности и немножечко размяться и позаниматься адаптивным спортом. Да, ну и, конечно, вот мы говорим о том, что, ну, в двух форматах, да, в онлайн и офлайн формате, и, конечно, я уверен, что все меры безопасности будут предусматриваться в офлайн режиме, да? Да, конечно, обязательно. Мы уже всех наших ребят, которые уже записались, мы всех предупредили. Они все у нас в курсе, и за 6 месяцев они тоже уже знают, какие меры необходимо соблюдать. Поэтому все с нетерпением ждут, чтобы вот встретиться, пообщаться наконец-то вместе. Хорошо, Айнара, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Мы желаем удачи в вашей деятельности, ну и, конечно, очень-очень интересного республиканского летнего слета. Ну что ж, Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы продолжаемся, не переключайтесь. Буквально через мгновение мы продолжим наш эфир.
Друзья, мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Приближается начало нового учебного года, и, к сожалению, не все родители имеют возможность купить все необходимые принадлежности. Именно поэтому уже второй год работает замечательная акция под названием «В школе готов». Итак, об этой акции, о том, как стать ее участником, нам расскажет председатель общественной организации «Город добра» Туяра Зверева. Итак, Туяра, доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, если говорить об этой акции, действительно очень хорошая идея, очень хорошая мысль, да, помогать тем родителям, которые, к сожалению, не имеют возможности собрать, да, полноценно, купить все принадлежности. И как же работает эта акция? Мы знаем, что уже работа по этой акции ведется, и как стать ее участником. Так, сейчас мы уже стартовала, да, действительно, идет уже второй год. Сбор средств канцтоваров у нас продлится до конца сентября, и он проходит по улице Федора Попова, 23, второй этаж, магазин «Полоскун». Можно принести абсолютно любые канцтовары в любом количестве. Это может быть там 2 тетрадки, 5 ручек. Как бы не важно количество, важно ваш вклад в добро, да? Вот. В прошлом году мы успели собрать за один день 15 семей. Это за один день только? Да, у нас в прошлом году был благотворительный концерт в парке, и вот за один вечер мы смогли собрать 15 семей. Ну, действительно, впечатляющий показатель, да, за один день и с культурной программой. А вот что касается в этом году, запланирован ли какой-нибудь концерт в культурной части? Нет, в связи с пандемией концерта ничего не будет. Поэтому у нас сбор проходит в другом месте. Ну, действительно, да, на самом деле все очень просто. Взял, купил, да, пару принадлежностей, по своему усмотрению пришел, отдал, сделал доброе дело. В прошлом году, вы говорите, что 15 семей, да, получили необходимые принадлежности для учебы. По какому принципу были выбраны именно эти семьи и был составлен список? Список нам дают округа нашего города. Мы с ними предварительно созваниваемся, и из этого списка выводим наш список уже. Ну и вообще говорить, если о данной акции, да, второй год под этим названием, да, официально эта акция проводится, но мы знаем что ваша организация проводила ее и ранее, но, видимо, в менее таких масштабах, да. Как вообще родилась идея провести такую акцию? У нас раньше акция была «Корзинка добра», она и есть «Корзинка добра», и в рамках этой акции перед 1 сентября сами люди приносили канцтовары, портфели, и мы решили сделать отдельную акцию, чтобы было направлено именно подготовка к школе. Потому что каждая семья, имеющая детей, знает, как затратно собрать ребенка в школу. Примерно, чтобы собрать одного ребенка, нужно от 3,5 до 4,5 тысяч рублей. И это без учета цены за ранец. Ну да, действительно, 3,5-4 тысячи, да, рублей. Может, заинтересует эта информация молодых родителей или тех молодых людей, у которых дети будут только в скором времени, да? Если идти далее, если говорить об организации, да, «Город добра» вообще, с какого года она существует и как она начинала свое становление и развитие? Так, «Городу добра» уже в этом году будет 6 лет. За 6 лет мы провели очень много запоминающихся мероприятий. Это как «Елка добра», которая с прошлого года у нас уже по всей республике. Курс молодого бойца тоже был республиканским. Компьютерные курсы для пенсионеров, школы тренинги, «Корзинка добра» и так далее. Мы сначала... Нас было мало, там человек 5, и все с каждым годом к нам начали присоединяться. Ну говорим о том, что в самом начале, да, всего лишь 5 человек, да, объединенные одной целью, и в итоге сейчас, спустя годы, вас значительно больше, и хотелось бы спросить вообще, сколько людей в данный момент объединяет «Город добра»? Сейчас у нас
уже точно скажу, что больше 100 человек. Больше 100. Точную цифру не назову, но больше 100 человек нас. Да. Это и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Ну вот, а сейчас действительно, конечно, вот актуальная пора, да, когда надо собирать детей в школу. Вот, а если говорить о следующих проектах, вот, после акции «К школе готов», вот какая акция будет проведена? Ну, у нас сейчас еще также идет эта картинка добра, это сбор продуктов также вот для незащищенных семей, малообеспеченных семей. Вот, и начнется, конечно же, подготовка к елке добра. У нас идут переговоры с магазинами. Яблочный спас у нас будет 19 августа. Ну, планы есть. Давайте еще раз вот нашим телезрителям, да, напомним, как же принять участие вот в замечательной акции под названием «К школе готов». Нам нужно просто купить любое количество школьных принадлежностей по своему усмотрению и принести в назначенное место. Да. Нужно купить любые канцтовары из списка. Список у нас в Инстаграме. Инстаграм также называется «Город добра». Нужно принести в магазин Полоскун, это Федора Попова, 23, второй этаж. И при желании сфотографироваться и поставить хэштег «Город добра 2020». Да, ну что ж, хорошо, Туяр, большое спасибо вам за то, что уделили нам время и рассказали о такой замечательной акции. Мы очень надеемся, что как можно больше людей примет участие в акции «К школе готов», и мы, конечно же, улучшим результат прошлогодний. В прошлом году помогли 15 семьям, в этом году хотелось бы, конечно, охватить большее количество людей. Ну что ж, спасибо вам, и мы идем далее, дорогие друзья. Сейчас мы посмотрим короткий ролик, и после этого мы обязательно вернемся в эфир и продолжим общение с гостями. Друзья, с 14 августа разрешили работу уличных спортивных площадок, фитнес-клубов и тренажерных залов. Какие условия должны соблюдаться и в каком режиме будет вестись работа, нам расскажет первый заместитель министра по физической культуре и спорту Семен Сергеевич Чердонов. Семен Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, действительно, вот долгожданное событие, да, решение для любителей физической активности. И хочу сразу спросить, вот, например, если мы говорим о спортивных площадках, фитнес-клубах и тренажерных залах, какие же требования вот перед ними поставлены, чтобы люди безопасно занимались спортом и физической активностью? Да, спасибо за вопрос. С 14 августа у нас указом главы все стадионы, плоскостные сооружения, а также фитнес-клубы и тренажеры будут работать. Поэтому с соблюдением санитарных правил совместно Роспотребнадзором разработано положение, именно как надо вести себя на этих учреждениях. На примере 4 квадратных метра ставим спортивное оборудование, и также сразу с соблюдением санитарных норм у нас будут проводиться занятия в фитнес-залах, тренажерных залах, а также на стадионах. Да, вот, ну, конечно, вот на 4 квадратных метра, то есть один спортивный инвентарь, да, как я понял. Да. Вот именно в закрытых помещениях, это значит в тренажерах и фитнес-залах, такой порядок будет. И, конечно, соблюдением сперва прохождения процедуры замер температуры,
а также и, как говорится, все равно будут соблюдать санитарные дистанции. Мгм. Ну, конечно, здоровье превыше всего, да, вот, а получается, спортивные вот площадки на улицах, фитнес-клубы, тренажерные залы возобновляют свою работу. А вот что касается объектов министерства, вот какие объекты уже начали работу? Так, ну, пока те объекты, которые имеют у нас тренажерные залы, они только будут работать. А вот насчет остальных, например, игровых залов, например, бассейнов, они еще пока под запретом, потому что мы еще не достигли третьего этапа выхода из самоизоляции, поэтому следующий этап у нас предстоит именно открытие наших спортивных школ и плавательных бассейнов, а также игровых залов. Мы еще ждем особого распоряжения главы республики. Мгм. Ну и вот есть у нас такое небольшое продвижение, да, которое ждали все любители спорта, физической активности. Вот теперь можем ходить и на площадки на улице, и фитнес-клубы, тренажерные залы. Ну а что касается вот ближайших спортивных мероприятий, вот я никак не могу не спросить об этом. Вот какая сейчас работа ведется по организации, вот и есть ли какие-нибудь вот примерные даты ближайших соревнований? Ну да, в связи с пандемией коронавируса у нас отменены 30 чемпионатов республики, а также ряд больших наших международных турниров. Но по международным турнирам у нас конкретно уже будут предоставлять сроки уже международные федерации, те, которые уже непосредственно видами спорта занимаются. А наши именно мероприятия, которые внутренние, они будут также после снятия третьего этапа самоизоляции наших граждан. То есть, ну, сейчас о сроках я не могу сказать, но тем не менее мы готовы уже как бы провести чемпионаты, продолжение, как говорится, продолжение и чемпионатов, и продолжение, как вы знаете, зимней спартакиады. Мгм. Ну хорошо, Семен Сергеевич, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Очень надеемся, что в скором, в ближайшем времени вся ситуация вот с коронавирусной инфекцией стабилизируется, и мы полностью вернемся к нормальной работе вот, да, в плане спорта и всех других сферах. Ну что ж, спасибо вам большое. Ну, дорогие друзья, Спасибо. на этом новый день подходит к своему завершению. Хотелось бы еще раз отметить для наших телезрителей, выходя на спортивные площадки, фитнес-клубы и так далее, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Конечно, спорт спортом, но здоровье, конечно, превыше всего. А на этом я, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Эфир продолжит мои коллеги Исан Акёть.